буквально, наверное, такого роста, я уже понял, что я не очень обычный, как все, необычный. Помните, наверное, Касымберды Гараева? После этого начались рейды. И под этот каток я и попался. Некоторые вещи я действительно не могу сказать, это очень интимно и очень личное. Дубинки и швабру они используют не по назначению. Самое первое, даже, ладно, бог с ней, не меняйте это самое уголовное преступление, просто хотя бы в самую первую очередь быть солидарными этими людьми. Ребята, уже пора знать, что значит право. Жить, свобода. То, что хочу показать, то, что вот этими акциями, то, что мы есть, мы страдаем, мы умираем, нас убивают, нас преследуют. Я наконец-то в безопасности. Я наконец-то чувствую, что здесь безопасно. И могу спокойно говорить, спокойно ходить. Меня зовут Давид Омаров, 29 лет, родился и вырос в городе и учился в городе Ашхабад. Также общался, жил, работал в других отдаленных городах Туркменистана. Квир плюс ВИЧ позитивный вольнодумец, основатель «Невидимой радуги Туркменистан». Моя деятельность связана, действие связано за право жизни, свободу и за отмену уголовного преследования, освобождение осужденных по этой статье. Бывает такое, есть с рождения, есть приобретенное. У меня с рождения. Так, буквально, наверное, такого роста, я уже понял, что я не очень обычный, как все, необычный. Но сразу это восприятие шло с гомофоб. Я еще внутри меня сидел гомофоб, потому что я не знал, что это такое. Но нигде нету ни книжек, ни брошюрок, ни интернета тебя, как сейчас. Ничего нет. Откуда? У кого спросите? Спросите, Андрей, а ты не знаешь, что я такое? Не знаешь, что это такое? Не спросишь. Откуда брать? У тебя гомофоб сидит. И со школы тебя обзывают, там, типа, если ты немножечко одеваешься не так, немножечко у тебя какие-то действия, жесты, немножечко говор меняется, типа, ты мужик, ты должен говорить, и чем, вот так вот это вот, да, я люблю девушек, вот так вот, такой вот. А если ты адекватно, ну, бывает, заскачивать не всегда контролируется, то начинаются издевки. А то, что я до конца скрывал свою ориентацию от всех, от друзей, от родителей, все, никто не знал. Я до конца скрывал это, потому что это небезопасно для жизни. Да и сейчас. Насчет меня. Помните, наверное, в конце 2019 года был случай
я не знаю, как это назвать, камин-аутом, может быть, Касымберды Гараева. После этого начались рейды. И в этот рейд, сейчас я расшифрую, что это значит, и под этот каток я и попался. Мен сезон туриумын кәне жүрчектір. Өзімің яшын өптір. Мен бір елге кеден болса дұрым. Мен бұна кәрді. Еще одну штучку скажу, то что это не соседи, это не какой-то там парень или кто-то там гомофоб какой-то вышел, говорит, приходит к тебе домой за шкирку. Нет, это государственная власть, это Министерство внутренних дел, это МВД и Министерство национальной безопасности. В свое время, когда одно приложение было, оно работало без VNN, называлась она Hornet, кажется. Через нее были подставные анкеты. Допустим, знакомишься, переписываешься несколько месяцами, чтобы убедиться, что это не подставное. Приходишь, открываешь машину, а там такое: Гамарджобот, привет. Закрой дверь и пошли. И через него, через телефон, контакты, друзья, всех вызывает, всех, без разбору. Кто ты, что ты, идем на допросы. Ситуация бывает разная. Ловят человека, пытают, избивают до полусмерти. Они потом, хочешь не хочешь, этот человечек говорит. По дороге в отделение полиции в машине меня избивали и материли всю дорогу. Когда приехали, избивания продолжились. Использовали электрошокер. Требовали, чтобы я признался на камеру, что я гей. Они забрали у меня телефон и начали просматривать контакты. Требовали, чтобы я сдал других. Обещали отпустить. Уже поздно вечером, после 11 часов, на мой телефон начали звонить мои родные. Один из полицейских ответил. На другом конце был мой отец. У него брат работает в службе охраны президента. Они приехали вместе, чтобы забрать меня. От тюрьмы меня спасло то, что дядя работает в президентской охране. А ведь сколько таких, как я, которые попадают за решетку. Это самое, как сказать, это ужасно. Это ужасно. Вот это, что он сказал, это просто ужасно. Я осознаю, какой вот это вот он претерпел. Но это самое легкое. Вот то, что вот это вот описывает, он самое легкое. Есть еще хуже, на самом деле, хуже. Некоторые вещи я действительно не могу сказать. Это очень интимно и очень личное. И ни один человек это проходил, я и сам проходил. То, что дубинки, так скажу, дубинки и швабру, они используют не по назначению. Надеюсь, вы понимаете, да? А вот этот ботинок, который у тебя есть, они тоже используются не по значению. Они прикасаются вот сюда. У тебя связаны руки, у них даже такое отвращение идет, то что не веревкой завязывают, не наручниками, а вот этого есть же, типа хамут называть, или как там, пластиковая, белая, вот эта вот штучечка, вот так вот. Завязывают твою ногу, сейчас я свою расскажу, завязывают твою ногу и заставляют стоять на одной ноге. И сжигают каким-то, я не знаю, вот... прикуривать или типа такого, вот так вот. Голодом морить это и родители могут так. Это они и в перчатках. Им настолько западло нас вот даже пытать, что они теряешь сознание, вставай, падаешь, бьют, вставай, не дают спать. Дают спать. То, что голодом морит, это даже не обсуждать. И каждую минуту у тебя, в этот момент, каждая минута длится, наверное, целую вечность. И у тебя в голове только одна мысль: Господи, дайте мне сдохнуть, дайте мне сдохнуть. Я не знаю, Боже, помогите.
И самое поганое, то, что этот голос не слышен никому в этом в чертовом комнате. Заканчивается когда? Лично у меня заканчивается так. Вот бумага, подписывай. Вот мы поймали одного парня, и он признался, и тебя знает. Я такой, я его не знаю, на самом деле я не знаю. И там распечатка всех моих, от моего номера. Все распечатки, Алтын Асыр, вот это вот местного провайдера. Подписывай тут и тут, тут. И там было обвинение, то, что я понимал, я не очень осознавал. Там было обвинение по статье мужелобства 133, ранее она была 135 и 119. Сейчас, теперь она 116, да, 116. За распространение ВИЧ-инфекций и инфекционных болезней и за мужелобство от 3 до бесконечности. То же самое статья и 116, от 3 до бесконечности. И говорят, подписываешь? Я говорю, я не знаю, я не буду подписывать. Подписываешь? Нет. В конце, а знаете, где я сломался? Они сказали то, что если ты сейчас не подпишешь, мы таким же образом поступим с твоими родными. И мне земля, я и так, у меня судороги, я и так не мог говорить, мысли даже, я вообще не соображаю, на. После этого меня отпустили, мне еще дали клочок какой-то бумажки, вот такого маленького, я его вот так вот сжимала, везде все кровь, в шортиках и маечке, еще тут было, я не знаю, очень холодно было. Домой. Засунул все, карточку взял и давай бежать. Куда бежать? Куда? Кому? Они же везде тебя найдут. Везде найдут. Ты будешь в розыске. Куда бежать? Я думаю, каких-то правозащитных организаций напрочь отсутствует. Вот мне нужна помощь. Я сейчас в Туркменистане. Куда мне обратиться? Куда? В Красный Крест? Полумесяц? УВКБ ООН? ОБСЕ? Ну, в лучшем случае они мне просто скажут, иди домой, пожалуйста. Иди домой. И это самый-самый лучший вариант. Я иногда его клею, там было написано то, что «пожалуйста, не отрывай меня, просто дай мне прочитать». Я очень хочу, чтобы в мире исчезло убийство, пытки, насилие и дискриминация. А твой голос я слышу, где бы ты ни был, из самых, ну, типа такого, да, голос с Ашхабада. Да, это ужасно на самом деле, то, что вот происходит, недопонимание и нехотение понимать, нежелание помочь своему ребенку. Есть у меня на практике, было в практике такая история, то, что это один из, который я могу рассказать открыто. Это очень отвратная история, когда самые близкие люди, которым ты можешь доверять, которых ты считаешь родным, не принимают тебя. Это очень удручает. Как-то нашлись. Он учился, школьником был. Он по каким-то причинам рассказал, узнали то, что он нетрадиционной ориентации, то есть он гей. Его избили до полусмерти, родные же.
избивал ее отец. Избивал ее отец и с братьями. Братья были, он сам был младшим. Избивали. Мать хотела ее останавливать, вот прекрати, как бы. И мать получила. Потом выкинули его просто на улицу. Иди, ты теперь не наш сын, мы тебе отказываемся, чтобы мы тебя не видели. Есть девушка, то, что вот она не согласилась выходить замуж, насильно выдать замуж, заклеили ее с этим веревкой к радиатору вот этой печки и давай. И приходили домой мулла, там читали самые молитвы, еды тоже не давали. И под конец она вот, хорошо, я соглашаюсь, ее отпустили, и она взяла бензин, она в сельском месте жила, бензинчиком себя, и давай тушить ее. Но не успели, есть еще такое вот название, как называется, не ковер, а другое вот национальное. Отрывает, и там вот это вот мясо. Ну, простите, это ужасно. Есть еще насильственная конверсионная терапия у нас, это очень распространено. Изгонять из тебя дьявола, шейтаны и так далее. Самое прекрасное, чтобы из тебя выходило. Родители тебя не спрашивают, знакомые тебя не спрашивают. Идем туда? Нет. Пойдем. Либо к его дому, они принимают в дома тоже определенные муллы, и есть в мечетях определенные места, ну, местечко там, приходишь, сидишь, и они читают, и родители тоже. А домой, если все дома, вокруг тебя, и вот так вот давай. Это определенно в сельских местности, типа как аул, не скажу, но деревня. Такой вот. Очень много. Есть еще случаи, когда, частично расскажу, выпивает уксуса, человечек уходит. Самоубийства разные бывают. Остановлюсь пока очень... Я уже перехожу те истории, которые я не должен рассказать. Много историй, достаточно. Я в баре, в кафе не завтракаю, не обедаю. Я, в общем-то, захожу в какой-то торговый центр, и в торговом центре есть, не знаю, рекламировать не буду, маркеты обычные. Там беру какой-нибудь канап, бутерброд, либо что-то еще. И на улице, вот, типа вот здесь, хорошее место, атмосферное. Есть такая штука, если человека обвиняют по этой статье, то этот человек не имеет права, неправильное слово, иметь адвоката. Сами отказываются подсудимые, они не знают, что такое адвокат. И адвокат, если они говорят, нет, не хочу, худай согласен, идите от меня, не хочу. А в тюрьме выживают единицы. Там они выходят ВИЧ-инфицированными, там они выходят туберкулезом. Это отдельная, очень интересная тема. Туберкулезом там лечение они не могут брать, лечения нет. Да и обычным людям тоже лечение ВИЧ-инфекции очень трудно, потому что только, допустим, в Ахале только один пункт, Мары только один пункт. В районе, целом районе, в Велаяты только один пункт. И есть такой еще ВИЧ-инфицированный человек, если ему нужно сделать операцию, ну, допустим, у вас, ну, не знаю, палец переломлен, ну, операцию нужно делать, мелкую, большую, тебе отказывают. Ну, понимаю, даже частная, не только гос, но даже частная, которая беломраморная, так есть же, вот, понастроили, кучу, там говорят, нет, к сожалению, не можем. Главврач не разрешает нам, к сожалению. Ну вот я тебе дам номер, пойди на Невскую больницу, может быть, там тебе сделают. А там приходишь только в конвертиках, бедные люди делают. Понимаете? Ума не проложу. Какого черта, какого... Они не говорят этого. Почему у них нет?
Ну, наверное, связано с спецификой власти, наверное, может, устрой власти, я не знаю. Но там есть ВИЧ. В этом аду ВИЧ, СПИД есть. Оно есть, ребята, их немало, к сожалению. Это со стороны кажется немножечко смешным, но на самом деле это грустновато. Грустновато. Вот довели человека доброго, который не обидит никого. Проблема в том, что убивает мир людей вегетативно, потому что у нас нет прав, нет голоса. Это будет каким-то маленьким знаком, чтобы начали говорить амебы спящие. Ребята, уже пора знать, что значит право жить, свобода. Вот мы свобода. Жаль то, что я, конечно, не могу это сделать в Ашхабаде, либо где-то в другом прекрасном городе. Я это намеренно сделал, я это давно планировал. Сделал потому что, чтобы наши голоса были услышаны, и много людей посмотрели и обратили внимание на эту проблему. Проблема очень сложная, очень ужасная. Надеюсь, люди, посмотрев на это, очнутся и прекратят, и станут свободнее. Не свободным, а свободнее хотя бы, чтобы осознали то, что так нельзя оставлять так. Там был еще этот самый Hi, my name is Freedom Turkmenistan. Меня зовут Свобода Туркменистан. В таком состоянии Туркменистан. В Туркменистане в таком состоянии люди не верхушка шоколаде, они в таком свободе, то что мало не покажется. А вот обычные люди очень страдают. Это нельзя молчать. Я изначально молчал, потому что у меня было... Я сам сбежал, я сам пережил такую и я не в том состоянии был. Я до сих пор приходится проходить через это вот трудности, но я все равно до конца. У меня есть гражданская обязанность, что ли, то, что, ну, я не могу, вот люди там страдать несправедливо, а я так сижу и все хорошо, я здесь типа в Европе, и все хорошо, я шикую. Да нет, конечно, я хочу помогать, это моя обязанность помочь людям, тем более незащищенные, они уязвимая группа людей, это очень сложная тема. У нас в стране мертвая демократия, натянутая просто вот, она мертвая. И не хочу оскорблять, мне только очень плохие слова идут, почему это так. Немножечко жадноватые, слепые, подхалимы, жополизы. Моя хата с краю, только мне, тебе плохо, а мне хорошо. Вот такое вот наверху. Самое первое, даже, ладно, бог с ней, не меняйте это самое уголовное преступление, просто хотя бы в самую первую очередь быть солидарными этими людьми и понять, что осознали люди. В первую очередь они должны осознать, что такое свобода. Свобода выбора, свобода мнения, свобода самовыражения. Не быть рабом, не думать как раб. Вы люди, ты заслуживаешь большего любви, уважения. Люди поймут это, и нас тоже поймут.
А сейчас я буду, если буду говорить, вы должны это... Нет, они не знают, что такое свобода даже. Это, ну как... То, что хочу показать, то, что вот этими акциями, то, что мы есть, мы страдаем, мы умираем, нас убивают, нас преследуют, нас наказывают не за то, что мы украли, убили, что-то, махинацию какие-то, мы просто умираем за то, что мы любим, за то, что мы человек, ну такой. Не припомню, чтобы какой-то квир-человек начинал какую-то вот войну, что-то там. Ужасно. Мы приехали в прекрасное место. Дом. Мы тоже люди. Мы абсолютно одинаковые. Вот порежешь, ударишь, синяк, кровь будет абсолютно разная. Не разные, одинаковые. Все.